Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Кинолетопись Якутии». В эфире Ирина Григорьева, ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия. И у нас сегодня очень интересный гость, очень интересный собеседник, интересная личность, журналист, краевед, ответственный секретарь Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Васильевич Дьяконов. Здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Вот Надвратная башня и вот старый город для большинства, конечно, горожан, ну и для меня тоже, это как символ города Якутска, да? Но, к сожалению, это новодел. Что потеряли якутяне, вот когда Острог сгорел? Ну, горожане, во-первых, Надвратная башня Якутского Острога, она является историко-архитектурным символом нашего города Якутска. Раньше силуэт этой башни был изображен на гербе города Якутска. Сейчас знаем, да, сейчас у нас новый герб нашего города, но на флаге города Якутска силуэт этой башни до сих пор сохранился. И поэтому это, еще раз повторяю, это символ нашего города Якутска. И поэтому, когда в 2002 году, в преддверии 370-летия города Якутска, в августе месяце эта башня сгорела, это, конечно, была самая горькая историческая утрата именно для горожан, вообще для всех любителей истории, краеведов, просто горожан, которые знали свою историю. Поэтому в тот момент, когда был мэром города у нас Илья Филиппович Михальчук, было решение о создании этой башни именно в том виде, в котором в 1981 году ее реставрировал известный архитектор Александр Викторович Ополовников. Это тот же самый человек, который в свое время создавал музей в Новосибирске, в Академгородке, где сейчас на данный момент стоит наша уникальная Зашиирская церковь. К счастью, все обмерные чертежи этой башни, они были сохранены именно в самом краеведческом музее, потому что Ополовников Александр Викторович, он работал у нас в республике очень долго, тогда Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Он полностью обследовал все города, вот, да, заполярные, которые исчезли. Это вот первый город Зашиирск, он работал и в Нижнеколымском районе, возле поселка Черский, вот есть там местность Кресты, где находился старый Стадухинский острог. Он работал на Лазийском остроге. Он также со своей дочерью изучал наше якутское традиционное деревянное зодчество. Мы видим башню, которая сейчас стоит на Кирово, на территории старого города. Это есть точная копия той башни, которую отреставрировал Александр Викторович Ополовников в 1981 году. Ну, это замечательно, потому что вот благодаря все-таки историкам, краеведам вот молодого поколения, вот все люди могут ну, хотя бы вот увидеть, да, вот как вообще выглядел, конечно, Острог. Заложная часть нашего города, она вот немножко стоит боком, но она тоже очень интересна, потому что там сохранились вот уникальные старинные здания, да, вот. Какие-то еще объекты там не изучены? Или какой процесс сейчас давайте там идет? я начну чуть-чуть тоже издалека, вот именно по новому старому городу, это, то есть тоже маленький участок, это между улицами Кирова и улицей Амосова, да, где он скружал. Там вообще идея, да, вот реставрации вот этого исторической части города Якутска, она еще витала еще в 70-х годах. И, кстати, у вас тоже есть, в вашем фонде есть кинохроника, где главные архитекторы показывают проекты, генплан города Якутск 1979 года, когда он вошел. И там вот прямо у нас в башне есть сам этот генплан, то есть сама карта. И там четко обозначен вот этот участок. То есть там вплоть до того, что хотели одну из крепостных стен, а у нас кроме Острога еще был внутри Кремль, и вот стены Кремля, они тоже предполагались там, да, воссоздать. Мало того, они хотели там воссоздать еще и Старую Вильинскую церковь, возле Преображенской. То есть должен был процесс реставрации этого участка как главного торгового центра, потому что на тот момент, особенно 70-е годы, 80-е годы, там все подданные дома не сохранялись. То есть это дома, в первую очередь, конечно, якутских купцов. Но получилось так, я понимаю, это все готовились к 1982 году. 1982 год у нас в Якутской АСР, это был знаковый год, потому что это было 350 лет вхождения Якутии в состав российского государства. Старый город, он так и остался, да, на тот момент. И только вот, когда к нам пришел вот главным архитектором Семен Назаров, уже впоследствии он стал министром МВД, и вот они вот начали опять возобновлять эту работу. Было создано муниципальное унитарное предприятие «Старый Якутск», куда пригласили на тот момент крупных, да, специалистов по истории города Якутска. Это Пантелеймон,
Петрович Попов, Айсен Дмитриевич Дойду, Туралысов, Олег Карамзин. Вот и целый этот плеяда от старшего поколения. И они начали все эти искать документы. Руководителем был Андрей Климов, на тот момент тоже молодой историк города Якутска. Это возглавил, была проработана такая вот научная работа, то есть все дома были обмерены, то есть сделали обмерные чертежи, были найдены все исторические справки. А воссоздание исторического облика города Якутска в этой части конца 19-го, начала 20 века. И, к сожалению, у нас там сейчас, в этом старом городе, у нас только 3 подлинных объекта. Это Преображенская церковь, которая была реставрирована на средства Алросы, да, компании. Это здание Русско-Азиатского банка, сейчас это филиал Алмаз-Эргенбанка. Туда как раз деньги на реставрацию были внесены именно Алмаз-Эргенбанком. То есть там по всем правилам на тот момент реставрации здание отреставрировано было. То есть это большая благодарность. И вот на улице Амосова есть мемориальный дом-музей Максима Кирилловича Амосова. Ну и вот люди так к нам приезжают из Москвы, из Питера, из Новосибирска, то есть из той части, где вот прямо к истории очень хорошо относятся. И поэтому, когда они приходят именно, мы обязательно проводим, потому что приходят в башню, и мы в любом случае проводим пешие прогулки там у нас памятник Бекетова обязательно. Но им это, к сожалению, не нравится, потому что они прекрасно знают, что это все новоделы. Улица Чапалова, Чернышевского, Крупская, вот этот маленький треугольник, он называется квартал 53А. Вот там у нас как раз вот сохранены подлинные объекты. То есть ничего подобного у нас уже в Якутске нету. Это были дома купцов, там жили священники нашей якутской православной, да, епархии. Там жили муфтии, мусульмане, там жили и евреи, жили купцы. Губернатор Иван Крафт, он где жил? Иван губернатор Крафт, он жил сейчас эта улица называется Камдаршвили, а как раз вот сейчас вот где стоит Якутская республиканская прокуратура, вот дом губернатора находился там. Якутск, конечно, начал развиваться именно и в его правлении, и городского, да, вот главы, да, Петра Ишманова. Что появилось? Вот синематограф. Это синематограф в первую очередь, конечно, то, что связано с вами, это синематограф, это появилось электричество, постоянное электричество, то есть начала работать электростанция, появился телеграф, да, ну, активно начала работать, это была прямая связь уже с Иркутском. Он через наш-то телеграфная линия доходила до города Охотска, до Аяна, то есть это все была одна единая линия была. Ну, а в городе Якутске появилась телефонная связь. То есть практически есть центр, да, исторический, вот, да, вот, и особенно это вот где ратуша городская, то есть это мэрия города Якутска, это областное управление, это купцы, магазины, если взять справочник телефонный, 15-го года, там можно прямо как по путеводителю старого года. Кстати, а он сохранился, справочник? Он есть, да. Там был такой вот ренессанс города Якутска. Город Якутск из такого полностью деревянного, да, сибирского, восточно-сибирского города с огромными деревянными домами, с огромными этими красивыми ставнями, наличниками. Потихоньку стали появляться высокие каменные здания. Стали богатеть у нас горожане, потому что у нас в то время, как и сейчас, да, тогда Якутская область начала отдавать свои природные недра, то есть были найдены еще в конце 19 века ленские прииски золотые. Это как раз вот граница вот Иркутска, Якутска, то есть они там часть у нас, да, в Якутской области добывалось золото, несколько артелей было, часть в Иркутской области. Это все под Айбо, вот мы понимаем, что река Витим, да, ну, река Витим, она протекает тоже в двух, да, регионах, но Витим, сам село, вот знаменитое село, легендарное село, оно на тот момент находилось частью Якутской области. Купцы стали богатеть. Ярмарки начали проводить. Ярмарки большие начали проводить. Но ярмарки они были всегда, то есть это вот знаменитые весенние ярмарки, когда пауски караванами шли с Верхней Лены до Якутска. Все это было, но они появились больше таких, да, появились выставки, сельхозвыставки всевозможные. У нас появилась, вот где наша башня, кстати, вот надвратная стояла, это раньше называлось Соборная площадью. А там же впервые у нас в это время, как раз при этом правлении, появилось первое общественное пространство. Это общественное пространство возле этой башни было разбит сквер.
там сделали фонтан, там горожане привозили самые красивые кусты, которые у нас растут. Все это высаживалось, каждые выходные играл оркестр, у нас появилась культурная жизнь. Вы находите какое-то уникальное фото или какую-то историческую деталь узнаете, да? Вас что-то удивляет? Вот, что интересно вам Я сейчас? вообще вот люблю такое выражение, это век живи, век учись. Потому что каждый день он приносит какую-то новую информацию, которую нужно осознать, да? Сравнить ее с чем-то, с другими историческими фактами. У нас каждый раз что-то появляется, то, что мы забыли. Вполне возможно, да, вот где-то в 60-е, 70-е, 80-е годы, старшее поколение, 50-е, 30-е, 20-е годы, конечно, люди знали больше, но, к сожалению, да, вот сами исторические материалы тоже никак уходят в архив, да, мало кто это берет, допустим. Потом поколение исследователей, начинает это поднимать. У нас старейший город Якутск, вообще в Восточной Сибири. Мы же старше всех городов Дальнего Востока. Все эти города, которые сейчас на Дальнем Востоке, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, они все начали строительство в конце 19 века. А путешествия вот таких вот зимопроходцев, как Поярков, Хабаров, они все шли из города Якутска. То есть освоение Амура началось с Якутска. Поэтому у нас в последнее время даже наши дальневосточные коллеги говорят о том, что Якутск имеет право носить вот такое вот, да, название. Город Якутск – отец городов Дальнего Востока. Мы старше Санкт-Петербурга, извините меня, пожалуйста. И поэтому у нас очень мало мест таких, которые нужно очень бережно и с уважением относиться. В том числе вот нашему городу Якутску, к нашей заложенной части, где вот дух наших предков горожан он сохранился именно там. Да. Спасибо вам большое за очень интересное, такое глубокое интервью. Спасибо. Спасибо.